Калатея. Из 130 видов этого растения большинство ценится за красоту листьев, сложным узором которых можно любоваться бесконечно. Листья калатеи бывают и бархатистые, и глянцевые, а вот тыльная часть всегда имеет в окрасе красные оттенки. Свое название калатея получила от греческого слова «калатес», которое обозначает «корзина». Именно из листьев калатеи когда-то плели корзины. А еще калатею называют молитвенный цветок. Это прозвище она получила за интересное поведение листьев на протяжении дня. Утром листья растения опущены вниз, а к вечеру они поднимаются вверх. Это напоминает руки, поднятые вверх в молитве. Вырастить в неволе молитвенный цветок непросто. Уход в домашних условиях должен отвечать всем запросам красивых тропиканок. Температура содержания не ниже 18 градусов должно быть что летом, что зимой. И обязательно светолюбивое. Если оно будет стоять где-то в темноте, оно даже, честно, и расти-то не будет. При недостатке освещения на листьях исчезает орнамент. Они утрачивают свою привлекательность. Капризная калатея не переносит сквозняков. Удивительно, но цветок не выносит запаха табака, зато любит классическую музыку. Эстет. Обязательно надо смотреть грунт, влажный он или уже подсох. Лучше, конечно, калатею поливать уже, когда немножко грунт подсохнет, чтобы не залить случайно ее, потому что если вы ее зальете, корни начинают подгнивать и, конечно же, растение погибает. Кроме постоянной температуры, растения нуждаются в высокой влажности, которая в естественных условиях достигает 90%. Почему у растений, вот даже у нас хорошо тут видно, что растения желтеют листья. Это от нехватки, может быть, влажности. Не бояться теплой водой всегда калатею опрыскивать. А летом даже можно калатею ставить на поддон с водой. Для посадки или пересадки калатеи наилучшее время – ранняя весна. Но в частой пересадке она не нуждается. Поэтому эту процедуру проделывают один раз в 2 года, когда корни взрослого растения начинают вылезать из нижней части горшка. Вот корешки у нас хорошо видны. Они уже, что калатею пора и пересаживать. Всегда горшок подбирается примерно на 2-3 пальца в глубину, чтобы был вот так вот вглубже, и в ширину на 2-3 пальчика. Почва калатеи любит легкую. То есть обязательно это листовая присутствует здесь, большая часть. Добавляется, конечно, и песок, и торф. Ну, конечно, листовой больше. Учтите, избыток удобрений цветок не переносит, поэтому ему вносится вдвое уменьшенная норма с периодом 2 раза в месяц. Она еще и красиво цветущая. Ну, не знаю, конечно, она розами не цветет, но у нее цветок колосок, который может быть и розовым цветом, и белым, и желтым. Мне очень нравится. Если обеспечить молитвенному цветку хорошие условия, то он будет радовать вас долгое время. Кстати, считается, что калатея способна снять негативное настроение и восстанавливает потоки энергии. Удачи!